Поправки в законодательство, ужесточающие наказание за незаконное потребление электроэнергии и майнинг криптовалют, были внесены на рассмотрение депутатов парламента Абхазии президентом республики. Согласно законопроектам о внесении изменений в Кодекс Республики Абхазия об административных правонарушениях и изменений в некоторые законодательные акты, за такие виды правонарушений виновному может грозить штраф или срок. Возможность введения штрафов и уголовной ответственности за майнинг и незаконное потребление электроэнергии обсуждалась еще 22 января этого года на встрече президента Аслана Абжани с депутатами парламента. Сейчас поправки находятся в Народном собрании. Какую работу по законопроектам провели депутаты с момента поступления документов в Народное собрание, какие поправки внесли и какие, возможно, вопросы у них возникли, узнаем в стенах парламента. Когда законопроекты, которые внес президент в парламент и которые ужесточают наказание за майнинг и незаконное потребление электроэнергии, поступили в Народное собрание? В порядке законодательной инициативы президентом Республики Абхазия Абжани Асланом Георгиевичем 25 января 2021 года в Народное собрание парламента Республики Абхазия были внесены два законопроекта, предусматривающие изменения в Кодекс об административных правонарушениях, это именно в статью 96 прим. 1, и дополнение в Уголовный кодекс новой статьей 210 прим. 1. После поступления законопроектов, осознавая вообще всю актуальность этого вопроса и ситуацию в энергетике, Комитет по государственно-правовой политике под председательством Агрба Валерия Владимировича буквально на третий день провели заседание и после обсуждения законопроектов рекомендовали внести на сессию Народного собрания парламента Республики Абхазия и принять его в первом чтении. Изменения в административное законодательство, предложенные инициатором законопроекта, это новый состав административного правонарушения, и в том числе за незаконное подключение к электрическим сетям по добыче криптовалюты, увеличение штрафных санкций, конфискация оборудования за повторное нарушение, аналогичное правонарушение. Представленный проект по Кодексу об административных правонарушениях состоит из 5 частей, диспозиции которых предусматривали административное наказание за присоединение к электрическим сетям и последующее потребление электроэнергии с нарушением установленного порядка, за присоединение к электрическим сетям для личных и бытовых нужд, это часть 2, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Часть 3 – это незаконное присоединение к электрическим сетям для занятия предпринимательской деятельностью. И часть 4 – это незаконное присоединение к электрическим сетям для добычи криптовалюты. И уже 5 часть изменения говорит о повторности и конфискации оборудования. Это вообще новый состав преступления, новый состав уголовно-наказуемого деяния и возможное наказание субъектов нарушения за присоединение к электрическим сетям с нарушением требований законодательства и потребление электроэнергии с целью добычи криптовалюты в большом объеме. Большой объем имеется в виду свыше 1 мегаватта. Свыше 1 мегаватта – это 1000 киловатт. Как мы понимаем, это, наверное, обеспечит одну деревню или, скажем так, целый район. 3 февраля 2021 года на сессии парламента оба законопроекта были рассмотрены и приняты в первом чтении. Были какие-то дискуссии, дебаты по каким пунктам? Были дискуссии, дебаты, в соответствии с регламентом между первым и вторым чтением как раз таки вносятся поправки, и у ряда коллег из депутатского корпуса возник вопрос учета потребленной электроэнергии. После принятия в первом чтении депутатским корпусом уже были, скажем так, внесены поправки, и это в части
должностных лиц и в части учета потребления электроэнергии. Тот представленный проект говорил о том, что значит, незаконное подключение, незаконное потребление. Депутаты предлагают исходить из мощности установленного оборудования, потому что мы понимаем, что нет счетчиков учета, и это может привести к тому, что правоприменители не смогут направить ни один материал в соответствующие органы, в судебные, например, органы. И мы предлагаем исходить от мощности оборудования, то есть не от киловатт-часов. Следует отметить представителя президента в этом вопросе, ее активное участие с момента поступления этого законопроекта в парламент, и для того, чтобы его доработать и уже принять в окончательном виде. Какие еще были поправки или предложения по этим законопроектам? Консенсус, в принципе, есть, но депутаты опасаются того, что как это будет работать. В принципе, вот сегодня недавно был репортаж Черноморэнерго, и мы уже видим результаты работы, хотя мы еще не приняли этот закон, не внесли изменения ни в КоАП, ни в УК, но уже как бы по тем имеющимся у нас законам энергетики могут работать, и госстандарт может работать, направлять материалы и в арбитражный суд, и если есть необходимость, и в органы прокуратуры. А вообще, когда идет обсуждение, и мы наблюдаем, что это идет достаточно бурно, почему, с чем связаны эти эмоции и в чем камень преткновения? Может, недоработан закон, может быть, поправки предлагаются слишком, скажем так, эмоционально бурно. В чем тут дело? Именно по Кодексу об административных правонарушениях были бурные обсуждения. Значит, в части, что вот депутаты считают, что невозможно будет привлечь тех или иных лиц за фактически потребленную электроэнергию, как я говорил выше, потому что не будет никаких приборов, учета чего они будут исходить, чтобы, скажем так, привлечь к ответственности. И вот это был, скажем так, первый момент. Мы говорим о том, что именно надо исходить от мощности оборудования. Поправки были именно по должностным лицам. Часть депутатов требует, чтобы именно в диспозицию статьи были включены должностные лица. И была определена ответственность должностных лиц. В этой части я не совсем разделяю их мнение, потому что есть статьи Уголовного кодекса и в КоАПе, по которым могут быть привлечены должностные лица. Два разных вида правонарушения. Говорить, скажем так, за энергетику и привлекать здесь же должностных лиц, наверное, было бы немного неправильно. Ну а так, в основном, консенсус, конечно, есть. Вообще, сами законопроекты как восприняли в парламенте? То есть, понятно, что пока еще не проголосовали, второго чтения не было. Тем не менее, интересно, к чему склоняется большинство депутатов? Я знаю мнение моих коллег, мнение большинства моих коллег, что в парламенте никто не против, если исполнительная власть видит в этом законе как эффективную борьбу, то парламент готов принять этот проект закона с учетом наших, в принципе, совместных мнений, доработанных ко второму чтению. Какое решение примут депутаты после того, как закончат рассмотрение законопроектов, ужесточающих ответственность за майнинг и незаконное потребление электроэнергии, покажет ближайшее будущее? А сейчас мы покинем парламент для того, чтобы обсудить эти темы с экспертом в сфере права и общественным деятелем и узнать, что они думают о достоинствах или недостатках новых законов. В феврале месяце президент Аслан Бжаня представил на рассмотрение парламенту законопроекты, которые ужесточают ответственность за незаконное подключение к электросетям и майнинг. Некоторое время эти законопроекты находятся в парламенте, и мне сейчас очень интересно узнать экспертное мнение. У нас юрист Саид Гзирдава и общественный деятель, журналист Надежда Венедиктова. Я ее пригласила, потому что, на мой взгляд, очень важно, чтобы прозвучало и мнение общественности тоже.
Саид, первый вопрос к вам. Можно ли узнать ваше мнение по поводу того, что из себя представляют эти законопроекты, как юрист, как вы их оцениваете? Я вот немного издалека начну. Мне все-таки кажется, что вот в наших условиях добыча криптовалют напоминает такую золотую лихорадку, которая, как вы знаете, происходила достаточно давно в разных странах. Она происходит и у нас вот таким же хищническим способом. И мы как бы обычные пользователи на себе вот несем все это бремя, разделяем вот с теми людьми, которые добывают вот таким не совсем честным путем, подсоединяясь к сетям. И естественно, что в этой области необходимо регулирование, но вот то регулирование ответственности, которое было предложено, это вот довесок такой к базовому регулированию, которое, к сожалению, у нас сегодня не развито. У нас есть постановление Кабинета министров о регулировании деятельности по добыче криптовалют. Это вот тот базовый документ, к которому должно прилагаться регулирование ответственности, которое вот сейчас предложено президентом. В этом плане, конечно, у нас очень большой пробел. Но учитывая вот то, о чем я сказал, что происходит, по сути, такое хищническое потребление энергии, которое вот угрожает вот энергоснабжению страны, оно является сверхпотреблением и так далее, конечно, меры ответственности в Кодексе об административных правонарушениях и в Уголовный кодекс, они, я думаю, все-таки оправданы. Сейчас бы я хотела услышать мнение Надежды Венедиктовой. Надежда, поделитесь своими мыслями о том, вообще, насколько полезен этот законопроект, нужен ли он нашему обществу, и вообще надеетесь ли вы на то, что он будет работать? Безусловно, нам нужно регулирование государственное в этой области, но мне кажется, что вот эти поправки не отражают всю сложность ситуации, потому что здесь проговаривается только несанкционированное подключение. А ведь у нас зимой проблема не только в этом, а в том, что те, кто получил разрешение, работают в тот период, когда нагрузка чрезвычайная, и от их работы страдает все население, поскольку все время там взрываются трансформаторы. Ну, в общем, не хватает электроэнергии. Почему вот этот вопрос не проговорен в этих поправках? Понимаете, а если ты законно подключился и продолжаешь работать, а у тебя мощное производство криптовалюты, и ты продолжаешь работать тогда, когда идут веерные или вообще когда отключается, и страдает простое население, которое от этого ничего не имеет. Ну, за это тоже должны наказывать. Мало ли того, что законно подключился, но имейте люди совесть. Когда чрезвычайная ситуация, которая будет длиться у нас, я думаю, достаточно долго, потому что никаких финансовых резервов для такой существенной модернизации электросети мы не имеем. И я не думаю, что в ближайшее время эта возможность появится финансовая. Значит, мы каждую зиму будем оказываться в одной и той же ситуации. Значит, это должно быть предусмотрено законодательно. Если ты не отключаешь, вот Кабинет министров постановил, да, предположим, там, ну, с 1 декабря, когда похолодало, все отключаются криптофермы. Неважно, там ты законно, незаконно подключил, ты должен отключить. Почему вот это вот не проговорено? По-моему, это большой минус. Это явная недоработка. У меня такое впечатление, честно говоря, что когда эти поправки готовились, так складывается впечатление, что люди у нас же не живут и не понимают, что, собственно, является главной причиной для общественного возмущения. Вот. Ну, по сути, то, что пытаются провести в этом законе, урегулировать вот эту сферу, как вам показалось, там это отражено, это намерение? Мне показалось, честно говоря, что там недостаточно жестко это сделано. Дело в том, что некоторые уже давно майнят незаконно. И вот с момента, как примут эти поправки, они будут отвечать только за тот период, с которого приняты эти поправки. То есть эти люди незаконно употребляли электроэнергию, как правило, я думаю, они за нее не платят. И то, что они заплатят штраф вот за то время, тоже мне не кажется справедливым. Хотя непонятно, как это все вычислять, поскольку контроля у нас нет.
Вот. Ну, во всяком случае, если говорить в общем, то, конечно, нужно это урегулировать и достаточно жестко. Другое дело, что поскольку у нас многие законы не работают, то рассчитывать на то, что вот сейчас прямо мы наведем порядок с помощью и общего закона и поправок к нему, мне кажется, это ожидание это достаточно наивно, честно говоря. Аргументируйте. Вы знаете, вот по тому, как отслеживались криптофермы, можно было судить о том, как это будет дальше. Понимаете, вообще-то в современном мире, при современном развитии технологий, в Черноморэнерго должен быть экран с общим потреблением электроэнергии по местам. И когда я слышу, что ой, а мы не знаем, где это, ой, а вдруг нашли, поехали и нашли. Извините меня, за 5 минут должна быть эта вся карта просчитана, сказать, вот там, вот там, вот там, вот идет такое большое потребление электроэнергии. Вы сами сказали, что век технологий и много способов есть найти, но много способов есть и обойти тоже. То есть людей отключают, а через некоторое время только те отвернулись, вновь подключены. Это тут же отражается на общем пульте. Там идет несанкционированное. Резервов, чтобы на каждый вызов, скажем так, да, на каждое как, указание. Извините, у нас не такая большая страна. И не так много людей имеют крупные криптофермы. Ну пусть их будет 50. И что, вот в течение дня нельзя вот это все выйти? Нет. Мне кажется, что тут просто нет серьезного отношения к этому со стороны государства. Но я бы поспорила, потому что есть вот буквально на днях был пример, когда в разных районах отключили довольно большие криптофермы, и это впечатлило на самом деле. Да. Ну просто неизвестно, надолго или нет. Ну, можно допустить, что со временем эта проблема решается более удачно и успешно, чем это было несколько месяцев назад. Если это так, то я только рада, потому что как потребитель, рядовой потребитель, я, естественно, страдаю от этого, так же, как и все остальные. Давайте мы с вами продолжим. Законопроекты вносят изменения в административный кодекс и в уголовный кодекс. Вы обратили внимание на что больше? Насколько я понимаю, в уголовном кодексе изменения для уголовного кодекса там достаточно понятны, по крайней мере для меня, да, как я не юрист. Что касается изменений в административный кодекс, там мне показалось сложнее, и все это, возможно, из-за системы штрафов. Да? Что вы могли бы сказать вот по этому поводу? Ну, на самом деле это вот многоуровневая ответственность, которая зависит от степени вреда, который наносит тот или иной майнер энергосистеме. Естественно, в меньшей степени, если этот вред, скажем, менее значительный, то здесь у нас административная ответственность, а если более значительный, там же даже объемы потребленной энергии указываются, то, соответственно, общественная опасность этого деяния выше, и здесь у нас уголовная ответственность. Но я хотел бы обратить внимание на то, что ответственность, она наступает только лишь за незаконное присоединение. И я вот согласен с Надеждой в том, что действительно бывают случаи, когда речь идет о тех людях, во-первых, которые не зарегистрированы в качестве майнеров, и им не разрешено присоединяться к сетям. Но, предположим, у нас уже есть регулирование, у нас есть это постановление Кабинета министров, о котором я говорил, которое предполагает постановку на учет майнеров, и мы знаем, что какое-то мизерное количество людей совершенно не себя легализовали, а многие не собираются этого делать по понятным причинам. Ну вот, предположим, скажем так, вот они вдруг осознают необходимость и массово встанут на учет, но мы не можем как бы их привлекать к ответственности, если они будут нарушать вот условия потребления. То есть вот в периоды, когда у нас вообще повышается энергопотребление в связи с тем, что вот сезон отопительный, предположим, у нас, и как бы они, наплевав на все, будут продолжать майнить. Вот такой ответственности у нас действительно нет. Но для того, чтобы такую ответственность вводить, должен быть еще и механизм, который как бы их обязывает. То есть вот этот обязывающий механизм, что вы в такой период должны сократить потребление или прекратить,
он должен быть прописан хотя бы в законодательстве электроэнергетики. У нас есть закон 2017 года, но я вот сомневаюсь, что я, конечно, так глубоко не изучал это законодательство, что там относительно майнеров есть какие-то такие вот вещи. По крайней мере, вот этот механизм, по которому майнеры будут там обязаны вести себя так или иначе, должен быть прописан в законе, хотя бы законе об электроэнергетике. И, соответственно, ответственность должна быть и за то, что они нарушают вот эти правила потребления, они только присоединяются. У нас, в принципе, есть еще и тарификация. Если, скажем, они не будут уплачивать положенный тариф, это тоже одна ответственность. И много вопросов. Здесь нужен комплексный подход, который не только заключается в мерах ответственности, но и вот определяет более подробно их деятельность. На данный момент всего лишь одно небольшое, очень небольшое по объему постановление Кабмина, но оно как бы было принято для того, чтобы вот в кратчайшие сроки заполнить эту брешь, которая вот сейчас в правовом регулировании существует. Нужен обязательно закон. Это, возможно, отдельный закон о майнинге, может быть, наряду, я не исключаю такого. Но вот этим вот постановлением Кабинета министров было предписано Министерству экономики вот подготовить, собственно, проекты необходимые законов. И я думаю, что как-то вот в этом плане Министерство экономики должно такую активность проявить, предложить конкретные решения. Сейчас в парламенте будут рассматривать эти законопроекты. Что бы вы посоветовали депутатам, на что обратить внимание? В принципе, это достаточно стандартная ответственность. У меня, я не могу сказать, что есть какие-то претензии, но единственное, я вот поддерживаю абсолютно надежду в том, что нам нужна ответственность не только за присоединение, да, но и за нарушения, связанные с потреблением, да, в дальнейшем майнерами. Если они легализованы, здесь речь идет о том, что вот нелегальные майнеры каким-то образом подсоединяются к сетям. Но если речь идет уже о легальных майнерах, то они тоже могут быть нарушителями. И что делать с их ответственностью? Об этом надо подумать. Возможно, сейчас на этом этапе принимать вот это законодательство, оно необходимо, чтобы каким-то образом ужесточить ответственность и чтобы, скажем так, отсечь новых майнеров. Вот. Но в дальнейшем необходимо думать о том, чтобы более детально, более продуманно прорабатывать ответственность. Вот что касается объемов незаконно потребляемой электроэнергии, там вот было прописано в одном месте 300 киловатт, да, а в другом месте 1 мегаватт. Вот, как вот с такой разницей вот в этом законопроекте? Это вопрос, да, это вопрос того, какой объем хищения электроэнергии. Да, если объем хищения выше, соответственно, и выше должна быть ответственность. Это нормально, что у нас, скажем так, не криминализовано вообще это все, потому что, если мы совсем криминализуем эту сферу, то это тоже проблема своего рода, да, и мы должны проводить разницу между количеством потребленной энергии и вот объемом вреда, который наносит. Это нормальный подход, дифференцированный подход вполне. Поэтому я считаю, вполне логично, разумно. Надежда, как вы думаете, когда будут эти вопросы вынесены на сессию парламента, депутатам следует принимать их? Тут, мне кажется, вопрос не стоит. Конечно, следует. Просто я бы добавила еще один момент. Мне тоже как потребителю не безразлично, как будет расти количество майнеров, которые захотят официально подключиться. Есть ли какая-то норма в каждом районе, опираясь на которую Черноморэнерго или там соответствующая инстанция отказывает, потому что оно уже суммировало тот объем потребления электроэнергии, который, значит, используют уже существующие криптофермы, и после этого все официально уже подключать нельзя, потому что оборудование вообще не выдержит. Вот есть ли такие, так сказать, уже вычисленные объемы, которые позволят официально отказывать следующим майнерам? Да, вот этот, мне кажется, вопрос тоже должен быть
как-то урегулировано. Да, это вопрос к законодательству, которое вообще определяет регулирование сферы электроэнергетики или отдельный закон о майнинге. То есть это вопрос, да, и ответственность, соответственно. Ответственность не должна как бы быть поставлена впереди телеги. Мы должны сперва определить правила взаимоотношения государства с майнерами в этой области. Быть, у нас пределы сейчас пробел. допустимые. Вы знаете, вот я даже искал какие-то международные примеры. Вот Китай один из лидеров по майнингу в мире. Даже там в отдельных регионах настолько потребление возросло вот этими майнерами. Там, это колоссальные объемы. Это даже вот вообще, конечно, сравнивать невозможно нас и Китай. Отдельные регионы начали от этого страдать. И в конкретных регионах было принято, обсуждается решение о том, чтобы вообще прекратить добычу, поскольку она такой серьезный ущерб, экологический ущерб. Ну, в нашем случае об этом мы, конечно, не можем говорить, но учитывая объемы, которые происходят там, и выбросы, соответствующие выбросы, да, происходят в окружающую среду из-за работы вот этих установок, это тоже слишком вредным оказывается в целом для государства. Конечно, это прибыль для предпринимателя майнера, но и, соответственно, угроза для общества, с другой стороны. Я бы предложила посмотреть еще дальше. Я вот недавно читала, что сложность криптовалютной единицы возрастает. Да. Это значит, что количество электроэнергии на ее производство тоже возрастает. То есть опять должен быть поставлен потолок. Предварительно поставлен потолок крупнейшим нашим криптофермам, выше которого прыгать нельзя законодательно. Иначе мы обрушим всю нашу систему. Да, вот это все, вот депутаты должны, или кто там готовит, все это должны вот это все продумывать заранее, чтобы мы к следующей зиме хоть как-то подготовились. Во-первых, мощность постоянно растет этих установок, они разные бывают. В основном у нас Венская казна использует так называемые асики. И действительно правда о том, что действительно так, то, о чем сказала Надежда, есть вот таким программным путем усложняется добыча криптовалюты, это называется халвинг, и, соответственно, сложнее добывать, и энергозатратнее становится добыча, и это тоже, конечно, очень сильно влияет на потребление электроэнергии. Ну, законопроекты носили и носят достаточно срочный характер, потому что проблема вот здесь и сейчас, ее необходимо срочно решать. Что вы думаете, оправдано? Оправдано, просто мы с Саидом говорим о том, чтобы за период до следующей зимней сессии криптовалютной нужно сделать вот это Я все. все-таки считаю, что, конечно, срочным является вообще комплексное изменение законодательства, потому что мы даже все-таки от этого законодательства зависит дальнейшая детализация и конкретизация ответственности. То есть нам нужна и другая ответственность за ту деятельность, которую осуществляют уже легализованные майнеры. Без этого тоже не обойтись, они вполне могут нарушать установленные правила, ответственности никакой не будет. То есть легализация — это тоже своего рода лазейка. Хотя, конечно, легализовавшись, они там вынуждены будут платить повышенные тарифы за электроэнергию, но как бы тут тоже сложно просчитать, может им и выгодно даже будет оплата такого тарифа, если они будут продолжать в тех же объемах наращивать их. А вот система ответственности, которая здесь в этих законах предлагается, даже наказание в виде штрафов различных размеров, плюс конфискация вот этих вычислительных машин, как здесь написано. Да. Вот, будет работать это? Насколько это юридически оправдано? Можно я такой небольшой прыжок в сторону? Вот я сюда шла через Центральный парк, и там говорят, горят ярким пламенем все 15-20 мощных лампионов. И все это находится напротив городской администрации, напротив СУЭС. За этот свет сейчас мы платим деньгами России. Это достаточно высокая цена. Если вот этот пример вопиющей бесхозяйственности и безалаберности, вот он у нас перед глазами, то как я могу, как гражданин, рассчитывать на то, что вот сейчас закон этот заработает? Вы не можете вот тут вот сэкономить, да? В 8 утра все отключается. Почему я иду в 12 часов дня и все горит?
Поэтому вот обольщаться на то, что сейчас парламент принят и все будет тип-топ, я не могу. Ну, меры ответственности, которые прописаны, они вполне стандартные. А если человек действительно совершил вот это вот незаконное подключение и потреблял в течение определенного времени там, установленное количество электроэнергии и сверхпотреблял, возможно, даже своими действиями причинил какой-то ущерб, то действительно и нужно, конечно, изучить, на каком основании он приобрел это вот имущество, вот эти вот вычислительные блоки и так далее. В таких случаях, конечно, возможна и конфискация в том числе. Ну, с другой стороны, у человека есть возможность доказывать обратное, доказывать, там, не знаю, свою правоту, хотя бы право собственности, да, на вот это имущество, которое, возможно, будет конфисковано. А износ электрооборудования? Да. Там много всяких таких да, вот тонких еще вещей. Момент ответственности, вот то, о чем сказала Надежда. Если у нас сейчас в какой-то определенный период происходит переток, то есть мы используем не свою энергию, могут ли в таких условиях осуществлять майнинг? Это целесообразно или нецелесообразно? Сейчас вообще действует временный запрет, да. пока временно. Да, ну, предположим, в будущем, когда... У нас, кстати, временный запрет на присоединение действует до июня этого года, то есть он скоро истекает. Вот. И легальные майнеры, по всей видимости, если что-то не будет принято, да, запрещающее, то они смогут присоединяться. И вопрос, следует ли вообще снимать этот запрет, пока, по крайней мере, не изменится ситуация в энергетике. Так об этом многие говорят, и я не знаю, вот каково ваше мнение. В смысле запрет на возобновление деятельности? Ну, сейчас пока до 1 июня запрет временный. Вы знаете, вот я все время слышу, что многие так называемые простые люди по несколько штучек себе поставили и на этом немножко зарабатывают и на это живут. Но сейчас очень сложный экономический период в связи с пандемией. Если в летнее время энергосеть выдерживает и дает возможность простым гражданам выживать, то почему нет? Но тут вопрос в том, что каждый, скажем так, майнер, вне зависимости от кем он является, будь это юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, они должен зарегистрироваться. Зарегистрироваться. Только лишь в том случае они имеют право присоединяться к нашим энергосетям и осуществлять майнинг. Если суммарно все это не наносит ущерб энергосистеме, такой ярко выраженный, то я думаю, что как... Кстати, вот интересно, что в скандинавских странах они используют там гидроэлектроэнергию, и у них колоссальное количество осадков было. И они накопили очень много энергии. И это им позволило осуществлять майнинг. То есть они разрешили, потому что они опустили тарифы в связи с тем, что избыток электроэнергии. Это позволило осуществлять майнинг. И там как бы на каком-то этапе... Им повезло. Да. Какое бы резюме мы вынесли бы из нашей беседы? Что нужно принимать, что нужно совершенствовать, и нужно более-менее адекватно ответить на эту ситуацию, чтобы нанести минимальный ущерб энергосистеме, от которой зависит наша зимняя жизнь. То есть мы все к этому жестко привязаны, и поэтому чем эффективнее будет законодательство, и чем эффективнее оно будет использоваться, тем это будет лучше для всех нас. Да, я согласен. И считаю срочным не только принятие законов, определяющих ответственность, но и в целом регламентирующих деятельность по добыче криптовалют. Да. Спасибо. Спасибо вам. Борьба с незаконным подключением к электросетям и потреблением электроэнергии вызывает понимание у жителей Абхазии. Перебои с электричеством, полетевшая бытовая техника и другие неудобства уже порядком надоели людям. Поможет ли принятие законопроектов, ужесточающих ответственность за майнинг, покажет время. Конечно, если они будут поддержаны парламентом страны.